эфире информационный выпуск Хамши Пшара. Здравствуйте. Министру иностранных дел Республики Абхазии Налу Батуевича Ардзенба присвоен дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Печальная новость. Скончался первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования главе Башкортостан Радио Хабирову. В тяжелые для Республики Абхазия годы по инициативе Муртазы Губайдуловича была оказана весомая помощь в решении серьезных гуманитарных проблем, жизненно важных для нашей страны. Народ Абхазии помнит и всегда будет чтить его заслуги, отмечается в тексте соболезнования. Бжания передал слова поддержки и сочувствия родным и близким Муртазы Рахимова. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению экс-министра культуры Республики Абхазии, направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение с целью хищения выделенных Министерству культуры денежных средств на приобретение нового сценического оборудования, вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Надиром Джинал и заключил два договора на общую сумму 27,9 миллионов рублей. Агарба по всем статьям признал вину в полном объеме, тогда как соучастник Джинал вину не признал. Следственное управление Генпрокуратуры направило в Сухумский районный суд уголовное дело в отношении начальника района контактной сети дистанции электроснабжения Абхазская железная дорога Реваза Харания. Как установлено материалами уголовного дела, Харани обвиняется в недобросовестном выполнении возложенных на него обязанностей по охране труда и обеспечению безопасных условий работ. Нарушение должностной инструкции и правил техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки Харани не проконтролировал и не обеспечил бригаду электромонтеров ВОСБа и Царгуш спецодеждой, спецобувью, исправными испытанными защитными и монтажными средствами. Не было произведено защитное заземление отключенного участка контактной сети в тоннеле. В результате незапланированной подачи высокого напряжения на контактную сеть электромонтер Царгуш подвергся воздействию технического электричества с рабочим напряжением в контактной сети 3300 вольт. Царгуш скончался на месте. Обвиняемый Харани вину признал в полном объеме. Абхазская железная дорога за счет собственного бюджета при поддержке президента Аслана Бжания и содействии Министерства экономики закупила два магистральных двухсекционных локомотива. Они смогут вести полносоставные поезда свыше 50 вагонов. Обо всем подробно расскажет Алик Атрапш. Впервые за послевоенное время Абхазская железная дорога закупила два магистральных локомотива – электровоз и тепловоз. Теперь новые машины позволят увеличить объемы грузоперевозок на сети Абхазской железной дороги. Виктор Заложный уже 8 лет работает машинистом электровоза АЖД. И как никто другой знает, с какими трудностями приходилось сталкиваться во время езды. Нередко в пути случались поломки. Теперь же приобретенные локомотивы смогут вести полносоставные поезда свыше 50 вагонов. Сила их тяги в 2 раза выше, чем у машин, которые есть в пользовании Абхазской железной дороги. То, что у нас ВЛ-8 был, он послабее. Вот ВЛ-10, он мощнее намного. Вот, и поэтому он лучше в работе. Вы скорость можете больше набирать, правильно понимаю, нет? Нет, больше вагонов можем брать уже. Но он мощнее намного, у него двигателя другие здесь помощнее стоят, чем на ВЛ-8. Из-за этого уже можем больше вагонов перевозить. На балансе у АЖД находятся электровозы и тепловозы 60-х годов. И, конечно же, они не могли справиться с большими объемами перевозки грузов. И тогда встал вопрос о необходимости приобретения магистральных двухсекционных локомотивов. Мы обращались, значит, в высшее руководство страны и по указанию президента занимались. Было найдено на РЖД подходящие локомотивы. Был заключен контракт на приобретение 6 единиц, 2 из которых мы уже имеем здесь в локомотивное депо Сухум. 1 локомотив мы уже используем в работе, 2 в ожидании, значит, ввода в эксплуатации.
По словам главного инженера Абхазской железной дороги Леонида Куру, приобретенные электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2Т-116 не новые, но они прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и способны прослужить еще не один год. Все работы по подготовке к введению в эксплуатацию данных локомотивов были проведены своевременно. Дополнительные требования к состоянию железной дороги, к состоянию контактной сети, потому что локомотивы более мощные, значит, для них как бы особые условия эксплуатации. Мы к этому готовились, большие работы проводили в течение прошлого года. То, что касается объемов, да, действительно, последние 2-3 года намечается объем грузовых перевозок, чтобы обеспечить данный объем. Нам было необходимо, конечно, приобрести эти локомотивы. Объем грузоперевозок по сетям АЖД в прошлом году составил около 800 тысяч тонн. И в этом году ожидается не меньший объем. Электровоз ВЛ-10 уже используют в грузовой работе на Абхазской железной дороге. А чтобы ввести в эксплуатацию тепловоз, проводятся регламентные мероприятия. Поставка еще 4 локомотивов ожидается в этом году. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. С 13 января с 0 часов вступает в силу новый график ограничений на поставку электроэнергии по всей территории Абхазии. Время ограничения подачи электроэнергии в сутки сокращено с 4 часов до 2. В зависимости от ситуации в энергосистеме возможны корректировки графика. Также не исключены локальные отключения на подстанциях вследствие перезагрузки системы. Напомним, что график введен из-за увеличения дефицита мощности в 165 миллионов киловатт-часов, как по перетоку из Российской Федерации, так и по линиям, питающих Абхазию из Ингурглес. Министр внутренних дел Вальтер Будба провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата министерства. На совещании были подведены промежуточные итоги работы ведомства в новогодние праздники. Также обсуждались вопросы криминогенной обстановки, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране. Министр внутренних дел Вальтер Будба 11 января провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства. На совещании подвели промежуточные итоги работы ведомства в новогодние праздники. Также обсуждались вопросы криминогенной обстановки в республике, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране. С кадрами определиться, кто способен на уровне центрального аппарата работать, а кто нет. В горрайорганах вы знаете всех, кто чем занимается. Давайте немножко их взбудоражим, чтобы не засиделся никто. В том числе рассмотрите вопрос ротации кадров. Посмотрим, если это принесет нам результат, то и это готов рассмотреть. Одним словом, начальники управления и курирующие заместители, посмотрите, пожалуйста, что можно изменить в лучшую сторону с точки зрения организации работы. К сожалению, 2023 год начался с 2 ДТП со смертельными исходами. Продолжить усиленную работу по обеспечению порядка на дорогах поручено заместителю министра Беслану Чкадуа. Беслан Русланович, нам нужно будет опять распланировать рейдовые мероприятия, как бы считают целесообразным с самого начала, с начала года, задать тон, в том числе автолюбителям. Значит, я
умышленно в выходные дни никого не дергал. Хотел, чтобы вы тоже у себя дали людям немножко отдохнуть. Нагрузка была прошлого года большая, но в этом году она будет не меньше. Управлению экономической безопасности поручено усилить работу по выявлению организаций, оказывающих финансовое содействие криминалу. Вся информация, которая будет поступать в отношении лиц, которые так называемая подпитка криминалитета, лидеров, авторитетов, коммерческие организации, в отношении них тоже доготовим список. Я думаю, если они не находят деньги, которые выделяют криминалитету, то с точки зрения налогов есть нарушение, потому что навряд ли они там показывают как расход. Под особый контроль Вальтер Будба поручил взять затемнение автомобильных стекол служебных машин, а также личных транспортных средств сотрудников, нарушающих нормы тонирования автостекол. Теперь данная возможность будет предоставлена только спецавтомашинам, используемым для оперативных целей. Заканчиваем вот эти затемненками. Все, кто хочет затемнять автомобиль из оперативного состава, у них есть курирующий заместитель министра. Список подается, и после этого я его рассматриваю и выдаем разрешение по необходимости. Значит, по горорайонам проезжаете, по местам парковки, смотрим, принимаем меры. В прошлом году мы эту работу выполнили не на должном уровне. Потому что если я их встречаю и снимаю затемненки, значит, вы их где-то не дорабатываете. Необходимо продолжить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, отметил министр Вальтер Будба. Также профильным структурам поручено продолжить активную работу по регистрации оружия, имеющегося у граждан. Неудовлетворительной Вальтер Будба назвал работу Управления собственной безопасности МВД. Сейчас я публично подводить итоги не буду, но по вашей разработке ни один сотрудник не изобличен. Надо работать лучше. Такая работа меня не устраивает. Положительно оценена работа Управления госавтоинспекции. Несмотря на кадровый дефицит, в соответствии с приказом министра внутренних дел, сотрудники личного состава несут круглосуточную службу в усиленном режиме. Наталья Валерьевич, в целом сказать, вам говорить, что-то делать сложно, вы не выходите с работы. Значит, что я хотел бы попросить, с учетом того, что уже у нас, как говорится, 2 погибших, 2 трагедии, с учетом опыта прошлых лет, давайте сразу мы корректировать, что мы можем поменять и с использованием поправок в законодательстве. Будем выходить с инициативой. Сейчас там много поправок лежит, ждем, когда они пройдут. Значит, у нас получается второе ДТП, лицо было несовершеннолетнее и управляло автомобилем в нетрезвом состоянии. Несовершеннолетние и лишенные прав за рулем быть не должны. Министр обозначил ответственным лицам направление в предупредительно-профилактической работе по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране. Также Вальтером Будба поручено усилить работу по оперативно-розыскной деятельности по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия суда, повысить раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Гагарский районный суд под председательством судьи Инала Квицыни, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Цкуя Алмаса Ахровича, признал последнего виновным в совершении 2 фактов незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении аналогичного деяния в особо крупном размере. Смотрите репортаж пресс-службы МВД. МВД Абхазии ориентировано на жесткую борьбу с незаконным оборотом наркотических средств на территории республики. Наши граждане хотят жить в свободном, правовом, здоровом обществе, строить свое будущее и воспитывать детей здесь, в Абхазии. А на сегодняшний день самым большим злом против здоровья населения и общественной нравственности являются наркотики. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий необратимость наказаний настигла очередного торговца смертью. Гагарский районный суд под председательством судьи Инала Квицыни, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Цкуя Алмаса Ахровича, признал последнего виновным в совершении 2 фактов незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта,
а равно сбыту наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении аналогичного деяния в особо крупном размере. Алмаз Ахмедович, 22 июля 1992 года рождения, уроженец села Жиркова Будовудского района, Абхазской ССР, признан виновным в совершении преступления, предусмотрен пунктом А, части 21-10-24. Согласно материалам уголовного дела, Алмаз Скуя незаконно приобрел наркотическое средство метадон в 2 свертках, один из которых употребил, а второй сбыл в город Гагра. После чего по аналогичной преступной схеме приобрел еще 3 свертка с наркотическим веществом, которые также реализовал в тайных закладках. Он же путем поднятия тайной закладки незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон в особо крупном размере, которое хранил при себе до момента обнаружения и изъятия сотрудниками УКОН МВД. Доказательную базу, подтверждающую обвинение гражданина Скуя во вменяемом ему преступлении, содержащую постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, а также непосредственно вещественные доказательства представил суду государственный обвинитель, прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, советник юстиции Инар Таркил. Наказание должно быть справедливым, а следозначно должно быть учтен характер, степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину наказания. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является наличие 3 малолетних детей. Путем частичного сложения окончательно назначить Скуя Алмазу Ахмедовичу 22 июля 1992 года рождения, уроженцу села Жиркова Будовудского района Абхазской ССР, наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет исполнительной колонии сроком режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Гражданина Цкуя сотрудники УКОН задержались с поличным в лесополосе Гагрского района неподалеку от республиканской трассы Псоу-Ингур. Более 2 месяцев Следственным управлением МВД проводилось производство по данному уголовному делу. Вещественные доказательства наркотического средства метадон в раньшем эксперто-криминалистическом центре Министерства МВД Республики Абхазия уничтожит поступление приговора законной силы. Законы Абхазии соответствуют нравственным и моральным убеждениям наших граждан, а для иных работает принцип неотвратимости наказания, несущий смерть в счет личной наживы. У такой категории преступлений нет ни нации, ни пола, ни возраста. Более 1,5 лет назад линия столичного общественного транспорта была перенесена с Абазинской на улицу Айтгалара. По какому маршруту сегодня ездят автобусы, троллейбусы и маршрутное такси? И как изменения сказались на жизни горожан? Расскажем в следующем репортаже. Около 2 лет назад линия столичного общественного транспорта проходила по Абазинской улице. В связи с ремонтными работами маршрутные пути и остановки были перенесены на улицу Айтгалара. Отсюда горожане могут доехать до нового района и старого поселка на автобусе, троллейбусе и маршрутке. По словам председателя ЖКХ Сухумского городского собрания Виктора Акуция, за это время новая схема движения доказала свою эффективность. Ключевым фактором стало удобство расположения. По школам, по организациям государственным, которые находятся, больницу захватывает очень удобно. Даже вот просто детям идти со школы и добираться в ночное время, когда 2-я смена у детей заканчивается где-то в районе 5-6 часов. Здесь она в легкой доступности находится, близко и удобно даже тем людям, которые пользуются социальным транспортом общественного назначения. Исходя из этого, люди обратились, мы не могли не среагировать на эту ситуацию. И вот такой маленький опрос попытались провести, у людей поспрашивали. Большей части людям, конечно, здесь более удобно и более интересно добираться до этого места, чем идти до той остановки, где она раньше находилась. До военное время было намного больше транспорта и больше было путей, по которым проходил транспорт. Сегодня же это же, конечно, меньше. И исходя из этого, вот такая золотая середина была выбрана Бесланом Федоровичем вот по переносу транспорта именно сюда. Кроме того, на улице Айтгалара планируется строительство остановки общественного транспорта. Однако точное время и место пока не определено. Потому что, как вы видите, здесь зеленые насаждения. Вырубать зеленые насаждения ни в коем случае нельзя. Это красота нашего города. Но исходя из этого будет подобрано место более удобное и для хорошей остановки большой. Потому что здесь, вот мы сейчас просто стоим.
стоим, людей как бы нету пока мест. Но в час пик такого времени, что люди добираются, здесь очень много людей, по 20, по 30 человек бывает стоит. Так что остановка должна быть такая, достаточно большая. Кроме того, с Абазинской была перенесена стоянка маршрутных такси, следующих на новый район. Теперь маршрутки располагаются по улице Ардзенба. Дорога здесь широкая, что делает ее более подходящей для крупногабаритного транспорта. И количество машин, тоже припаркованных в одном месте, тоже уже уменьшилось, потому что машины разбросаны по переулкам, скажем, на 2 улицах. И то есть в одной куче не стоят, как там на проспекте Мира. И там у нас тоже с местами тоже люди, жители тоже не хотят, чтобы большие машины сейчас эти. Раньше были такие небольшие машины, сейчас могут магазин перекрыть. Не каждому хочется, чтобы, тем более за места, то туда нас поставить, то сюда хотят поставить. Не решался этот вопрос, а тем более здесь очень удобно. Мы находимся здесь, рядом, одна стоит на погрузке, 2 за нею стоят, после одна уезжает, другие подъезжают. То есть это уже отрегулировано диспетчером нашим. Здесь очень удобно, как и нам, так же и пассажирам нашим. Тем не менее, такое положение вещей, видимо, пришлось по душе не всем. В Сухумское городское собрание обратилась группа граждан с заявлением. В нем они просят рассмотреть вопрос о возвращении стоянки автотранспорта на прежнее место, то есть на улицу Абазинская. Как в письме написано, это граждане нового района, жители нового района. Они просили перенести остановку в связи с тем, что им оттуда удобнее добираться. Вот, исходя из этого, просто чем удобнее и почему удобнее, я просто до конца не понял, поэтому мы начали проводить такой опрос. Есть ли какие-то контакты их, чтобы удостовериться, что это именно жители нового района, а, например, не представители торговых точек, которым просто было бы выгоднее и удобнее, чтобы, допустим, остановка была в старом месте, именно из соображений торговых? Спасибо, что вы сказали. Вот в этом-то вся и большая проблема, что нету никаких контактов, кому обратиться. Есть фамилии и есть инициалы. А именно кто, с кем связаться. Я даже, знаете, как вот сейчас современное все, по интернету пытался таких людей найти, как связаться через знакомых, с ними поговорить. Но, к сожалению, выкидывает большое количество информации. И кто именно написал, не можем до конца понять. Ни одного номера телефона мы не имеем, чтобы можно было человеку хотя бы позвонить и уточнить, у кого он собирал эти подписи. Мы тоже решили опросить граждан, пользующихся общественным и маршрутным транспортом. Съемки проходили не в час пик. Тем не менее, нам удалось пообщаться с некоторыми пассажирами. И все они отмечали удобство новой схемы маршрута. Я живу на новом районе. Мне очень удобно, что сюда перенесли остановку. Ты часто пользуешься общественным транспортом? Иногда пользуюсь, да. Удобно очень. Куда ты ездишь на общественном транспорте? В город езжу, там погулять с друзьями. Нам удобнее здесь. Все останавливаются, подбирают, маршрутчики хорошо себя ведут, троллейбусы тоже, все, остановка бывает всегда постоянно, довозят до места назначения, все хорошо. Мне кажется, удобнее здесь именно, чем раньше, где было. Почему? Потому что всегда доступность? Да, доступность, и с работы удобно дойти быстрее. И здесь вы где садились, получается? Мы шли туда, на проспект. Это далеко? Далековато, да, немножко. Даже моментами приходилось пешком ходить. Слишком далеко до рынка, и отсюда намного ближе и удобнее. Ты рядом где-то здесь работаешь? Нет, я домой езжу. С Агу домой. Наш город не такой уж маленький, в нем часто соседствуют разные мнения. Нововведения могут устраивать не всех, улучшения порой воспринимаются в штыки. Но нужно помнить о том, что движение вперед невозможно без перемен. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Доме Москвы в Сухуме проходит регистрация желающих учиться в российских вузах по квотам, выделяемым Российской Федерацией, сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии. Контакты. Город Сухум, улица Генерала Дбар, 3, Дом Москвы, 2 этаж, офис 326. Консультации в офисе с понедельника по пятницу и по телефону 223 33 53 с 9 до 16 часов. До 18 часов. И в завершении выпуска прогноз погоды.
По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 13 января на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 8-13. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.